Ну, мы продолжаем нашу работу. Следующее выступление Вячеслав Алексеевич Ляшок, библиотека цифрового образовательного контента на портале «Моя школа». Пожалуйста. Ну, я немножко начну, наверное, с буквально несколько минут завтрашнего моего выступления. Это цифровые помощники учителя в коммуникации. И предлагаю вам вот сейчас по этому коду подсоединиться к ВК-мессенджеру. Первое выступление Виктории Александровны вы слышали, что все мессенджеры, кроме этого мессенджера, у нас на сегодняшний день есть нерекомендованные, какие-то вообще уже запрещены. И остается для педагогов только один этот. И QR-коды лежат у вас еще на листочках. На листочках вот QR-код распечатанный есть. Можно с него, можно отсюда. Смотрите, компания ВК, она в том числе является разработчиком ВК-ИД. У нас не надо путать социальная сеть ВКонтакте и ВК-ИД. Вот Сферум, который на сегодняшний день рекомендован образовательных организациям, который входит в ВГИС «Моя школа», он на аккаунте ВК-ИД. И у вас получается два аккаунта ВК-мессенджер. Когда вы в социальную сеть ВКонтакте заходите, у вас написано там мессенджер. И вот ВК-мессенджер объединяет два аккаунта. В социальной сети ВКонтакте только мессенджер, без всяких новостей и всего прочего, то есть он мессенджер, да? И ваш рабочий аккаунт ВК-ИД через платформу Сферу. Но в принципе можно сейчас не заходить в платформу Сферу, а просто использовать ВК-мессенджер. Единственное, когда вы пройдете по QR-коду, если у вас еще нет аккаунта, вам предложит создать рабочий аккаунт или учебный аккаунт как раз ВК-мессенджера. То есть это второй аккаунт у вас будет. Туда можно заходить по телефону, и на телефон приходит пин-код. Это защищенный ресурс, то, что говорила Виктория Александровна, рекомендованный Минпросом, Минцифрой, защищенный. И там, как вот в социальной сети ВКонтакте, я по определенным параметрам могу найти любого человека. Здесь вы любого человека не найдете, если он вам сам не предоставит там какие-то свои контакты. Вот, заходите, здесь можете обратите внимание на то, что он вам предложит использовать пароль, предположим, от социальной сети ВКонтакте. Если вы этого не хотите соединять, да, то можете не делать. Но вы сами знаете, что мы на многие сайты заходим, используя социальную сеть ВКонтакте, чтобы не запоминать лишний пароль там, или еще что-то. Поэтому, во-первых, разграничение надо сделать. Много негатива ходит про Сферу, но и учителя как-то не воспринимают, родители тем более. Но я хочу напомнить, что разработчиком WhatsApp является признанная инагентом компания Meta. Поэтому делайте выводы. WhatsApp все мы пользуемся, а значит здесь Сферу российское производство, мы боимся это использовать.